Открытие, строительство, оснащение оборудованием – все для комфорта и качества жизни граждан. По нацпроекту здравоохранения в регионах создаются национальные медицинские центры, специализированное отделение для ранней диагностики заболеваний. В селах открываются фельдшерско-акушерские пункты. Сразу два новых ФАПа недавно появились в высокогорных селах Ингушетии – Арамхи и Джайрахи. Измерить давление или сделать укол теперь для жителей селения Арамхи Руслана Ахриева стало намного легче. Вместе с открытием долгожданного и единственного фельдшерско-акушерского пункта остались позади и его многокилометровые походы в Альгете и в Джайрах в поисках медпомощи. Проживаю в Арамхи, вот в этом соседнем доме, уже больше 25 лет. Стройкой нового ФАПа у нас в Арамхах. Мы очень довольны этим, что у нас будет сейчас наконец-то выйти там, с дома вышел уже под носом ФАП. Это очень хорошее дело, конечно. И также у нас очень много отдыхающих здесь рядом с курорт Арамхи, и тоже нужно бывает. Здоровая нация – это здоровое будущее. Цель нацпроекта – повысить продолжительность жизни россиян и увеличить рождаемость в стране. Налицо успехи и нацпроекта «Демография». Более 9,5 миллионов российских семей стали обладателями материнского капитала. Его размер увеличился и составил 453 тысячи рублей. В этом году поддержка семей с детьми будет расширена. Если доход на каждого человека меньше 2 прожиточных минимумов, то такие семьи могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату. Ее размер около 12 тысяч рублей. Причем пособие будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится 3 года. В прошлом году эти деньги получали до 1,5 лет. Еще в конце прошлого года, принимая участие в пресс-конференции в рамках главного медиасобытия СКФО в Махачкале, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отдельно остановился на нацпроекте «Демография», в частности, на мерах, направленных на перспективу. Так, по его словам, в регионе действительно высокая рождаемость, но и статистика детской смертности на сегодня составляет 6,8%. Проекты реализуются в действительности. Каждый объект из них для людей. Есть определенная цель, есть определенные вопросы, которые мы решаем уже сегодня. Большое внимание уделяется и культурным объектам, а также для детей в части школ, больниц. Специализированная больница у нас введена в строй. Нацпроект «Экология» – один из тех, где волонтеры чуть ли не главные действующие лица. Более 900 тысяч россиян в прошлом году участвовали в акциях по очистке рек и озер от мусора. А в Ингушетии к тому же началась реконструкция Назрановского пруда. Уже давно надо было его облагородить, привести в должное состояние, чтобы всем жителям города было удобно и приятно проводить свое время. В рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов и нацпроекта «Экология» в 2020 году будут реконструированы водоемы Карабулака и Малгобека. В планах провести модернизацию территории вокруг пруда, ведь это одно из самых привлекательных мест отдыха в Назране. По поручению главы республики подрядчиком разработан дизайнерский проект. Здесь будет благоустроен. То есть будут установлены скамейки, освещение будет, фонари будут установлены, будут устроены вот на этом месте баскетбольная площадка, волейбольная площадка, чтобы дети и население, и люди могли сюда приходить, провести время, отдохнуть себе. Безусловно, еще один важный вектор развития республики – образование. Только до конца 2024 года в регионе появится 15 новых школ. И все это в рамках нацпроекта образования. Вот объекты в эксплуатацию позволит обеспечить новыми рабочими местами и создать 1000 ученических мест. Также открытие новых школ позволит решить проблему 3- и 2-сменного обучения. У нас в рамках реализации национального проекта образования реализуются различные региональные проекты. Один из них – это региональный проект «Современная школа». В рамках указанного регионального проекта у нас до 2021 года уже заключены соглашения, но сам проект у нас реализуется до 2024 года. В том числе в 2019 году у нас начато строительство 5 школ. В рамках указанного проекта завершение строительства планируется в 2020 году, в декабре, в конце года. Мы еще планируем строительство детских садов. Детские сады у нас уже идут в рамках реализации нашего проекта «Демография». Но мы идем там как уже соисполнители данного нацпроекта, а ответственным исполнителем является Министерство труда и занятости.
Вот. Именно соисполнительной части строительства детских садов у нас планируется строительство до 2021 года 26 садов, из них 25 садов по 220 мест и один садик на 190 мест. В рамках все того же проекта новым транспортом пополнились автопарки общеобразовательных учреждений. 50 новеньких машин. Долгожданный подарок под Новый год получила и средняя школа селения Новый Редант. Транспорт был просто необходим. 3 года назад мы получали автобус КАВЗ на 34 места, но у нас была проблема, то что дети, у нас игровые виды спорта, волейбол, баскетбол, футбол, женский, мужской, республики, призовые места занимают наши дети постоянно и приходится их вывозить. А чтобы вывести 10-12 детей, автобус на 34 места, он огромный, не очень удобно. Поэтому писали заявку, чтобы нам выделили какой-то транспорт, или УАЗ, или Газель. Мы, правда, не ожидали этого. Toyota Camry 060, право вручения остановил машину. 36 новеньких автомобилей поступили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все авто оснащены радиостанциями, планшетами, подключенными к необходимым в работе базам данных, сигнальными устройствами и медицинскими укладками. Машины обладают повышенными динамическими характеристиками, которые сегодня необходимы как для преследования нарушителей, так и для осуществления сопровождения. С появлением такого арсенала борьба с нарушителями должна выйти на принципиально новый уровень. Прежний автопарк был сильно изношен. Количество транспортных средств было явно недостаточным, эксплуатировался круглосуточный транспорт, в большинстве случаев не выдерживал, часто ремонтировался. Сейчас действительно это одни из лучших моделей, высокодинамические, с хорошими силовыми качествами, маневренные. Сегодня в республике реализуется 51 из 67 федеральных проектов, предусмотренных в составе 12 нацпроектов. Общая сумма федеральных субсидий с учетом планируемых к подписанию соглашений составляет 5 миллиардов 525 миллионов 679 тысяч рублей. Ощутить позитивные изменения и наблюдать за исполнением нацпроектов можно уже сейчас.